Прошел третий этап акции «Путь к дому» под названием «Путь к дому с Новым годом». В течение 2 недель постояльцы НКО и Центра адаптации Терех готовились к доброму подарку для всех жителей столицы Якутии. Бывшие бездомные залили каток на озере по улице Кальвица, построили снежную горку, сцену и несколько снежных фигур ради доброго предновогоднего праздника. Акция «Путь к дому. Новый год» прошла при поддержке уполномоченного по правам человека Якутии, окружной администрации города Якутска, компаний «Якутдорстрой» и «Горсвет» и СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия». Мы уже в течение года летом проводили в августе месяце и в октябре месяце. Больше 100 человек к нам обратились, помогли людям приобрести крышу над головой. И ресоциализация граждан очень помогает. Только мы со стороны министерства за такие мероприятия. Большое спасибо. Можно сказать, первые в России мы начали вот такие акции. То есть Якутск первый в России начал такую акцию? Ну да, можно сказать так. И эта акция нам показала, что она имеет результат, эффективность. И думаю, в дальнейшем эта акция будет продолжена, потому что нашим людям, которые нуждаются в нашей помощи, мы должны их оказывать конкретную адресную помощь. Я думаю, что эта инициатива очень уместная в наше время, особенно для жителей не только республики, особенно для жителей города Якутска. Это, наверное, призыв к тому, что каждый человек каждый день должен стремиться к своему дому и сохранять тепло своего очага, тепло своего дома. Поэтому в преддверии новогодних праздников я хочу пожелать всем семейного уюта, тепла очага и всего самого доброго. Спасибо. И этот праздник был настоящим. Был Дед Мороз, подарки и даже фейерверк. Спонсорами подарков выступили компания «Айгуль», магазин «Хозмаркет», «Ростор» и Якутский хлебокомбинат. Человек, он должен всегда помочь тому же человеку в трудных при его обстоятельствах. Всегда мы хотим, чтобы в наши трудные времена рядом был какой-то свой родной человек. Даже если не родной, чтобы помощь какая-то была. И в целях этого мы, конечно же, оказали посильную помощь в этом направлении. И 7 декабря приняли активное участие в данном мероприятии. Мы предоставили определенное количество подарков в виде собственной продукции, то, что мы всегда делаем. Вот у нас свежая продукция ежедневно выходит на рынок города Якутска, пригородов и улусов. То же самое мы отдали им. На этом работа с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, не заканчивается. Напротив, это начало. Уже помощь оказана 140 бездомным, и данная проблема требует дальнейшего совместного решения. Считаю, что мы добились главной цели, когда социально ориентированные некоммерческие организации и граждане, которые там работают, они почувствовали уверенность. Они поверили в свои собственные силы. Наши НКО, общественные организации, объединились. У них появилась площадка для обсуждения, по сути дела, одинаковых проблем. Это объединение им позволит более ставить системные вопросы по поддержке со стороны государства их деятельности. Но прежде чем просить поддержку государства, на сегодня очень важным является момент, когда лидеры и члены некоммерческих организаций сами показали, на что они способны. И подарили, по сути дела, замечательный снежный городок жителям Республики Саха-Якутия и жителям города Якутска. Мы стали действительно с вами свидетелями и участниками настоящего народного праздника. И надо сказать, что творческие коллективы, которые выступили в этот день и поддержали наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, без жилья, без работы, и, самое главное, желающих вернуться в нормальную жизнь, настолько вот эта поддержка была искренней, настолько она была доброй, и такую же искренность, доброту мы увидели со стороны наших спонсоров. Это является одним еще итогом нашей акции «Путь к дому», когда
друзей, партнеров, верных товарищей становится все больше и больше. И действительно общество показывает свою поддержку. Уполномоченный по правам человека призывает к совместным усилиям всех органов власти. Все ведомства и управления должны более чутко работать с этой категорией граждан.